Уважаемый министр, Хоша Мухаммад из телеканала Курдистан-24. В Сирии курды считают, что их права не обеспечены. Скажите, пожалуйста, Россия какие шаги предпримет для их реализации? Спасибо. Что касается вопроса про курдов и их озабоченности тем, что правительство не хочет учитывать их интересы, нам этот вопрос тоже хорошо знаком. На всем протяжении кризиса, особенно с направлением Сирийскую Арабскую Республику по просьбе законного правительства нашего воинского контингента, мы поощряли, в том числе в наших контактах на земле, прямые отношения между курдскими представителями и Дамаском с тем, чтобы они начали договариваться о том, как им жить вместе в одной стране. Тем более, что рядом в Ираке есть хороший пример совместного проживания в едином государстве. И когда я в прошлом году был в Багдаде и в Эрбиле, я призывал моих собеседников делиться с сирийскими курдами этим позитивным опытом. Мы общаемся с курдскими структурами, доводим до них нашу позицию, но самое главное, они должны проявлять самостоятельность и заинтересованность в решении всех вопросов с центральным правительством. Когда президент Трамп объявил о том, что Америка уходит из Сирии целиком, лидеры курдов незамедлительно стали обращаться к нам с просьбой помочь навести мосты с Дамаском. Через несколько дней Вашингтон передумал, сказал, что они там остаются. У наших курдских коллег интерес к контактам пропал. Они опять решили, что американцы за них все решат. Мы готовы помогать контактам, консультациям, но для этого должна быть какая-то последовательность в позициях сторон. Ну и, наконец, есть значительная часть сирийских курдов, которые объединены в определенные структуры, которых американцы явно поощряют к сепаратизму. И я очень надеюсь, что те из курдов, которые хотят нормализации отношений с Дамаском, понимают провокационный характер и большую опасность подобных игр. Уважаемый министр, Хоша Мухаммад из телеканала Курдистан-24. В последнее время усилилась военная активность ИГИЛ и их влияние в Ираке и в Сирии. Представляет ли это по российским оценкам серьезную угрозу в регионе и какова позиция России по этому вопросу? Спасибо. وما هي الخطوات الروسية لمساعدة هؤلاء؟ Насчет угрозы со стороны ИГИЛ, я не думаю, что она серьезно выросла и в Ираке, и в Сирии. В обеих странах удалось не допустить реализации планов халифата, которые вынашивались этим так называемым исламским государством. И мы активно поддерживаем усилия правительства Ирака по ликвидации оставшихся отдельных отрядов террористов. То же самое мы можем сказать в отношении Сирии. Мы, находясь на сирийской земле на основании приглашения законного правительства, активно помогаем сирийским силам безопасности, сирийской армии в искоренении остатков терроризма со своей территории. В этом смысле там не только ИГИЛ, вернее остатки ИГИЛ, но прежде всего такая структура, как Хият Тахрир аш-Шам и аффилированные с ней бандитские формирования. И мы считаем также, что те страны, которые объявили причиной своего незаконного присутствия на сирийской земле, объявили причиной борьбу с террористами. Недавно, как я понимаю, Соединенные Штаты проводили специальную встречу антиигиловской коалиции, что они должны прежде всего заниматься ликвидацией этой угрозы, а не оккупировать значительные части сирийской территории и не эксплуатировать незаконно ее природные ресурсы. Говоря об угрозах ИГИЛ в регионе, наверное, важно обратить внимание еще на Афганистан, куда игиловцы активно стягивают свои силы, причем делают это, используя затянувшийся, непростительно затянувшийся
процесс подготовки реальных мирных переговоров, и те в Афганистане, в его правящих структурах, кто всячески пытаются этот процесс еще больше затянуть, конечно, должны задуматься над последствиями этих действий для своей Родины. Нас это волнует, поскольку в условиях безответственного поведения некоторых официальных лиц в Кабуле, в условиях поспешного вывода войск НАТО из Афганистана без возможности доложить о выполнении хоть каких-то задач, в этих условиях игиловцы активно осваивают территории, прежде всего на севере Афганистана, прямо на границах стран, которые являются нашими союзниками. Мы уже проводим консультации и по двусторонним каналам, и в рамках ОДКБ, чтобы надежно защитить наших соседей в Центральной Азии от этой прямой и очень серьезной угрозы. Ну и пытаемся, конечно же, вразумить политические круги о необходимости прекратить затягивание процесса переговоров, достижения договоренностей о формировании переходного правительства. Делаем это в том числе в составе так называемой расширенной тройки: Россия, Соединенные Штаты, Китай и Пакистан.